Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Завершился рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжаня в Москву. В российской столице состоялась встреча с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Во встрече приняли участие первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич, начальник управления по приграничному сотрудничеству администрации президента России Алексей Филатов. Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, реализация проектов инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. Аслан Бжаня выразил слова благодарности руководству Российской Федерации за помощь, оказываемую нашей стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. Было отмечено, что Россия и впредь будет оказывать помощь Абхазии в этом вопросе. На встрече также обсуждался вопрос обеспечения Республики Абхазия электроэнергией в период дефицита зимой и остановки Ингургэса на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В рамках рабочего визита в Москву Аслан Бжаня также посетил крупный агропромышленный комплекс в городе Электросталь Московской области. На встрече с представителями правительства Московской области и руководством агропромышленного комплекса обсуждались перспективы возможного сотрудничества. В ходе рабочего визита Аслан Бжаня посетил родной вуз – Московский автомобильно-дорожный государственный технический институт, который окончил в 1985 году. В ходе встречи с руководством института была достигнута договоренность о предоставлении лимитов в МАДе абитуриентам из Абхазии. Глава государства провел ряд других встреч и переговоров, в частности, с главой правительства Башкортостана Андреем Назаровым и бывшим президентом Адыгеи Хазретом Совмен. За прошедшие сутки тестирования на коронавирусную инфекцию проведено 232 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них. На данный момент в Гутаузской ЦРБ находится на лечении 133 пациента, и у 114 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек. 30 октября в ковид-госпитале скончались двое. Пациенты 1934 и 1942 годов рождения. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуме, находится 62 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии 5 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4160 человек. 40 летальных случаев, выздоровели 2257. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Параметры государственного бюджета республики на предстоящий год обсуждались на совещании, которое провел 30 октября премьер-министр Александр Анкваб с участием вице-премьеров Беслана Джопуа, Владимира Делба, Кристины Озган, Сергея Пустовалова. Основной доклад на эту тему в ходе совещания сделал министр финансов. В соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия установленные сроки было начато и, по сути, завершено формирование проекта бюджета на 2021 год. В этой связи хотел бы проинформировать вас о принципах и подходах его формирования на предстоящий финансовый год. Основным базовым инструментом для формирования ее доходной части явился показатель индикативного плана, оценка исполнения бюджета за прошлые годы, исполнение бюджета за 9 месяцев текущего года. Ну и, несомненно, самое важное – это оценка влияния коронавирусной инфекции на экономические показатели. В этой связи Министерством финансов совместно с заинтересованными центральными органами госуправления проведены мероприятия, предусматривающие реализацию основных планов и мероприятий, установленных распоряжением президента о придании бюджетных расходов статуса приоритетности, повышении результативности расходов, оптимизации бюджетных средств, включая оптимизацию штатной численности. И по результатам этих мероприятий к рассмотрению на предстоящий финансовый год предлагаются параметры бюджета по доходам государственного. Законопроектом предусматриваются параметры государственного бюджета по доходам в объеме 10,6 миллиардов рублей, по расходам в 10,7 миллиардов рублей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 100 миллионов рублей. Несомненно, здесь надо сказать о подходах к доходной базе. Была проведена детальная
инвентаризация, оценка доходных источников совместно с такими администраторами, как Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, других заинтересованных администраторов. И после такого мониторинга и реалистичного подхода к формированию доходной части показатели выглядят именно таким образом. Я еще о некоторых скажу цифрах. Общий рост доходов консолидированного бюджета нашей страны составляет 503 миллиона рублей. Сразу после выпуска новостей мы предлагаем вашему вниманию полную версию доклада вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, посвященного параметрам государственного бюджета на 2021 год. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, недалеко от города Измир. Многие здания разрушены, есть погибшие. В Измире проживают представители абхазской диаспоры. Как сообщил нам председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия, сведений о наших соотечественниках, пострадавших от стихийного бедствия, пока нет. 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Трагическая дата для многих народов, живущих на постсоветском пространстве. В Абхазии жертвами репрессий 30-40-х годов 20 века стали более 7 тысяч человек. Большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. В октябре 2011 года, спустя 50 лет после реабилитации многих жертв сталинских репрессий, в Абхазии был установлен памятник репрессированным. Его автор – Зураб Тужба. И с тех пор ежегодно 30 октября к памятнику приходят семьи, потерявшие в те страшные годы самых близких людей. Репортаж Эсмы Гуладзе. С утра к памятнику репрессированным в Сухуми возложили цветы спикер парламента Валерий Кварча, секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба, первый вице-премьер Беслан Джопо и другие члены правительства, а также представители общественности. За годы советской власти политическим репрессиям подверглись тысячи людей. В период большого террора Абхазия понесла огромные потери. Ирина Вардани – одна из тех, в чью судьбу жестоко вмешалась сталинско-беревская система. В 30-е годы был репрессирован ее отец, председатель Сухумского горсовета Анатолий Вардания, вслед за которым арестовали и мать. Репрессиям подверглись также братья и близкие друзья отца. За это время, пока он работал, были построены 2 корпуса. Старый корпус Дома правительства, гостиницу Абхазии начали строить, коммуникации, железная дорога. Но они не успели. Они не в своих неполных 30-35 лет были расстреляны и унесли свой потенциал с собой. Маму арестовали, она 5 лет по тюрьмам скиталась. Я за это время меня воспитывали родственники в Ачимчиле. Был такой Сократ Тарка, его жена, папина тетя. Я там закончила школу, мы с мамой здесь приехали. И вот так и живем в памяти. А память о нашей, у меня внуки взрослые уже, и папа мой, память о нем у нас в доме навсегда сохраняется. Они гордятся, что у них был такой дедушка. Киазыму Якубу Глы было 10 лет, когда всю его семью выслали из Абхазии в далекий сибирский город. Выживать приходилось в тяжелых условиях. Нас поселили в такой домик, знаете, там морозы достигали зимой до 50 градусов. Такие маленькие домишки, двойные рамы, посередине мох. И мы, значит, там стали жить. Я все помню, от и до помню. Голод, холод, кушать нечего, ничего нету. Мама варит свеклу. Свекла, значит, 3 штуки положили в чугун, а на сколько детей? А свекла что даст? Ничего. И вот мы, некоторые умирали, некоторые, катастрофа была. Годы сталинских репрессий – одна из самых страшных страниц в нашей истории. В 30-е и 40-е годы 20 века в Абхазии было репрессировано около 7 тысяч человек. Пик репрессий абхазского народа приходится на 1937 год. Обстановка осложнилась после того, как был отравлен председатель Центрального исполнительного комитета Абхазской ССР Нестор Лакоба. Сначала он был похоронен с почестями, а затем объявлен врагом народа. После этого была репрессирована значительная часть политической, научной и творческой интеллигенции республики. Таким образом, культ личности Сталина нанес огромный ущерб экономическому и культурному развитию Абхазии. Эсма Гуладзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Тема политических репрессий будет продолжена в сегодняшнем эфире. В нашей вечерней программе смотрите интервью генерального директора АГТРК Ирины Агарба с молодым абхазским ученым Нури Багапш.
В Министерстве обороны подвели итоги подготовки вооруженных сил за летний период обучения. Под руководством министра Владимира Ануа прошло совещание с участием его заместителей, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, военных комиссаров городов и районов, руководства военного госпиталя, военной комендатуры. Репортаж Даури Напшба. Как отмечалось на совещании, за летний период обучения военнослужащими абхазской армии были выполнены все намеченные планы по боевой и морально-психологической подготовке. В командно-штабных мобилизационных учениях приняли участие артиллерийская группа, 1-й мотострелковый батальон, комендантская рота, 3-й резервный полк Гурыбского района, а также военнослужащие 7-й базы Министерства обороны России. Можно разделить мероприятия с частями, входящих в состав объединенной группировки войск, штатных частях мирного времени и с частей резерва. Были проведены все инструкторско-методические занятия, все комплексные тренировки по боевой готовности, а также радиотренировки. Были проведены командно-штабные мобилизационные учения отдельным батальоном территориальной обороны с Сухумским объединенным городским военкоматом. Затем были заслушаны доклады заместителя министра обороны Надара Авизба и начальника управления по боевой и морально-психологической подготовке Беслана Мушба. Подведя итоги летнего периода обучения, министр обороны Абхазии Владимир Ануа отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, все боевые задачи были выполнены. С теми ресурсами, которыми мы обладаем, мы провели и совместные учения с российской базой. Мы и свои учения провели там, где и российские наши друзья участвовали. То есть идем мы вперед. Это радует нас всех, за что я всем вам благодарен. На совещании перед военнослужащими были поставлены новые задачи на ноябрь. Даури Напшба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проведенных в Гагарском районе, на территории складского помещения в поселке Бзыпта было обнаружено оборудование для извлечения криптовалюты в количестве 100 единиц, ввезенное ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил, сообщается на сайте ГТК. Материалы по данному административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Премьер-министр Александр Анква поздравил работников научной сферы с Днем абхазской науки, который отмечается 30 октября. В современном мире успехи государства практически во всех сферах напрямую зависят от трудов ученых, внедрения в жизнь результатов научной работы. И потому одним из приоритетных направлений в деятельности государства должно быть оказание помощи в развитии науки, поддержке перспективных исследований талантливой молодежи, поскольку уверены, что славные традиции нашей науки будут приумножены новыми достижениями, отмечается, в частности, в поздравлении главы правительства. Александр Анква пожелал всему научному сообществу Абхазии успехов и благополучия. Сухумский питомник обезьян – старейший из ныне существующих и первый приматологический центр в СССР, специально созданный в 20-х годах 20 века как медико-биологическая станция для медицинских экспериментов. Питомник расположен в одном из самых живописных уголков Сухума, на горе Трапеция, которая славится потрясающими видами на город и Сухумскую бухту. Чем сегодня живет ЕПИТ и какая работа там ведется в День абхазской науки, в институте побывала наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварсхеля. Как и прежде, Сухумский питомник научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии является одной из ярких достопримечательностей столицы. Каждый из нас может понаблюдать за одними из самых интересных животных на Земле – обезьянами. Многолетняя история развития института и его роль в мировой науке бесценна. Переоценивать значимость открытий, сделанных здесь, невозможно. Многие проблемы инфекционной патологии были решены благодаря исследованиям в НИИПИТе. Здесь получено множество моделей для изучения различных болезней. Проводились радиобиологические, эндокринологические, гематологические и иммунологические исследования. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы и в привычную жизнь института. Часть сотрудников работает по ковидной тематике. Одни на клиническом исследовании в республиканской больнице, другие в лабораториях СЭС выполняют молекулярно-диагностические методы исследования. Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии, заместитель директора по научной работе НИИПИТ Алиса Матуа, которая так же, как и ее коллеги, работает по направлению ковид,
вид, нашла для нас время. По ее словам, часть научно-исследовательских экспериментальных работ здесь все же продолжаются. В прошлом году мы запланировали 13 научно-исследовательских тем, но, к сожалению, из-за ковидной истории, скажем так, реализовать все эти научные изыскания наши не представлялось возможным. Вот уже год заканчивается, но, несмотря на все сложности, все равно основные темы, которые остановить мы не могли, мы постарались все-таки совместить, несмотря на все сложности, эта работа продолжается. И, в принципе, телевидение тоже анонсировало на прошлой неделе, приезжали наши коллеги из Института Камалия, они уехали вот на этой неделе, и мы с ними сотрудничаем уже более 10 лет, достаточно успешно. Обсуждали, анонсировали, что совместная вакцина, которая прошла здесь доклинические исследования, прошла уже 2 этапа клинических испытаний в России. Мы сейчас находились на 3-м этапе исследования, но в связи с тем, что с этой пандемией, которая происходит во всем мире, пришлось приостановить эту работу там по клиническим исследованиям, но наша экспериментальная работа продолжается, и по приезду коллег мы продолжили этот эксперимент, осуществили заражение и ждем результатов. Институт, как и многие научные учреждения Абхазии, сегодня испытывает кадровый голод. В деле воспитания молодого поколения ученых большую работу проводит Абхазский государственный университет. Кафедра экспериментальной биологии и медицины выпустила немало специалистов. Большинство выпускников сегодня трудятся во всех научных учреждениях республики. По словам Алисы Матуа, именно эти специалисты сегодня, несмотря на то, что немало работы в институте, вместе со своими коллегами находятся на передовой и помогают в борьбе с COVID-19. Я очень благодарна нашему руководителю института, директору нашего института Сурабу Санычу Миквабе, который позволяет, в принципе, своим сотрудникам, несмотря на то, что и здесь все равно всегда нужно выполнять определенную работу, быть полностью задействованным в ковиде. Так как и он, и мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день первостепенная задача – это здоровье наших граждан и своевременная выполненная диагностика. Очень благодарна тем, которые к этому относятся с пониманием и все свои силы отдают на это направление, потому что наша первостепенная задача сегодня, кто бы где ни работал, объединиться и достичь одну общую цель – выйти с минимальными потерями из сложившейся ситуации. Не так давно в лаборатории был сделан ремонт. Исследования проводятся с помощью современной техники, которая позволяет получить более точные данные. К примеру, если ранее для лабораторных испытаний использовались многоразовые инструменты, то теперь стеклянные пробирки заменили на более надежные пластиковые одноразовые контейнеры. Однако нехватка оборудования все же существует. Естественно, нужда была и, видимо, пока будет в каком-то оборудовании. К счастью, у нас есть, в принципе, базовое оборудование, с помощью которого мы можем проводить исследования, которые проводим до сегодняшнего дня. В принципе, уже известно, ни для кого не секрет, что мы далеко не первый год занимаемся исследованием и изучением безопасности, иммуногенности вакцинных препаратов, кандидатов в вакцинные препараты. Эта работа продолжается, и мы не имеем права ее останавливать даже в этот период, потому что это приоритетное направление. И пока очень надеюсь, что ситуация не будет усложняться, не будет хуже, чем сегодня. И мы все-таки не остановим эту работу. Из 13 научно-исследовательских тем какие-то темы, безусловно, пришлось остановить, так как они были не первостепенные, а есть такие направления, которые останавливать нельзя. И для их выполнения частично, в принципе, по оборудованию и материальному обеспечению мы оснащены. Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии начинал свою историю с Сухумского питомника обезьян. Претерпевшего ряд реорганизационных превращений, сегодня насчитывает более 90 лет работы, а обитает здесь более 600 обезьян. Обезьян у нас несколько видов обезьян и подвидов. Обезьяны, как известно, являются лабораторными двойниками человека. Независимо от той ситуации, которая сейчас происходит, мы, естественно, обязаны при всех сложностях материальных, которые тоже имеют место быть, к сожалению, это
животные, которые нуждаются в ежедневном уходе, кормежке. И сложностей много, но тем не менее все равно, естественно, их как ухаживали за ними, так и ухаживают. Этим непосредственно занимаются зоотехнический отдел. Кадров может быть и не так много, но сложности в зоотехническом отделе, в кадровом потенциале не были всегда. Мы это озвучивали, в принципе, что касается непосредственно ветеринарной службы, ветеринаров. И надеемся, что со временем, и это направление будет в полном составе. Многоплановые исследования с целью открытия питомников для обезьян, предшествовавшие созданию Сухумского питомника, проводились в разных странах. Однако все они потерпели неудачи. Лишь Сухумский питомник, открытый в условиях благоприятных для обитания обезьян Старого Света, решил проблему акклиматизации этих животных. И будущее у института, безусловно, есть. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. На главном водоводе столицы произошла авария, сообщает пресс-служба столичной администрации. В связи с этим вода не поступает на верхние этажи многоквартирных домов в Сухуме. По словам директора водоканала Александра Харазия, на тройнике стыка главного водовода по улице Арцах, который был установлен год назад, появилась протечка. Как отмечают специалисты, это связано с заводским браком. Специалисты уже несколько часов проводят ремонтные работы. Точное время, когда авария будет устранена, пока назвать сложно. Работы будут проводиться и в ночное время. В завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами кратковременные дожди, гроза. Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-21 градус. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.